Добрый вечер, дорогие телезрители. Мы отметили 125-летие зарождения якутской письменной литературы. Она зародилась в 1900 году с благословения Баяная, который написал наш основоположник якутской литературы Алексей Елисеевич Кулаковский. Сегодня мы собрались поговорить о русской литературе, о якутской литературе, о связях, о писателях. У нас в гостях Рустам Каженкин, поэт, член Союза писателей России, лучший учитель якутского языка и литературы в Республике Саха. Гаврил Андросов, поэт, член Союза писателей России, главный редактор литературного журнала «Чолбон». Анатолий Слепцов, писатель, лауреат международной премии имени Волошина и российских литературных премий. Олег Сидоров, председатель Ассоциации писательских союзов Республики Саха-Якутия, лауреат госпремии имени Платона Алексеевича Аюнского. Николай Лугинов, народный писатель Якутии, член Высшего творческого совета Союза писателей России. Сергей Главюк, поэт, переводчик, антологист. Для тебя что это такое литература? Литература – это слово и искусство, синтез этих двух больших понятий. Из чего возникла литература? Это фольклор. Фольклор из мифологии, мифология, возможно, из религии и так далее. То есть литература имеет свои корни. На основе литературы развивались все другие, скажем, поджанры. Да? Это театр, изобразительное искусство, это музыка, это кино и так далее. И в этом плане литература, конечно, имеет центральное место в нашем обществе, в нашей жизни и вообще в культуре в целом. Мне кажется, что литература – это летопись духовности народа, человечества. И в каждой литературе сохраняется душа народа, развивается. И это как бы краеугольный камень каждого народа, страны, региона, нации. Поэтому писатели, люди, которые служат в литературе, они в какой-то мере служат своему народу. Это всегда так было. Думаю, что это Бог даст, так и будет. Литература — это вообще большая вселенная. Но она не может делиться на какие-то на русскую литературу, на якутскую, на английскую и так далее. Литература, она есть, она просто выражается разными языками. И поэтому средоточие всей человеческой мысли для меня. Не зря ты выбрал литературу, ты же пришел из медицины, он хирург. В русской традиции очень из медицины войти в писателя просто Чехов, Вересаев, очень много Булгаков, просто как бы такая накатанная дорожка. Ага. Олег, для тебя что такое литература? Литература, наверное, это имена прежде всего. Кулаковский, Аюнский, Алампа. И наши сегодняшние имена. Николай Лугинов, Елена Корсунах. И ребята, которые мы здесь сидим за этим столом. Потому что литература именно через произведения конкретных писателей. А русская литература — это 19 век. Да, там. Но мне больше всего, конечно, Достоевский, 20 век, Платонов, Вампилов. То есть этот ряд можно бесконечно продолжать, конечно. Но прежде всего имена, да. В литературе сосредоточена суть мысли, памяти народа. Бывают рассказчики, рассказывают перед сном на сенокосе, и все слушают его. И, конечно, кто-то засыпает рано, кто-то в середине, а кто-то до конца впитывает, еще переспрашивает, просит там еще что-то рассказать. Вот именно так слагаются самые сокровенные мысли народа, моменты, которые описаны словом, какие-то важные, яркие моменты. И их и передает рассказчик. Эти люди являются хранителями народной памяти, самых высоких помыслов
народа. А для вас литература? Для меня литература это Николай Алексеевич. Молчите, проклятые книги, да, как Да. я сказал. Я вас не писал никогда. Да. я готов реально командовать армиями. На каком-то таком заданном уровне это же страшное дело. Это же совсем неинтересное дело. И оттуда выводить какие-то смыслы, находить какие-то таинства. В одной книге древней было сказано, что вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Еще в Древней Греции был спор по поводу, что первично. И пришли к выводу древние греки, что первична литература, потому что, допустим, перед актером есть готовый текст, который уже кем-то написан, и перед режиссером тоже готовый текст. А перед писателем чистый лист бумаги и больше ничего. И он все это должен создать. Потом у литературы нет ограничений. Вот живопись ограничена холстом. И все. Допустим, такую вещь, как в коридорах общежития пахло кислой капустой и поношенными носками. Ну как это с помощью кинематографа передать? Ты это не можешь. Мы имеем всего 30, не больше букв, с помощью которых мы можем передать любую информацию. Ни одна компьютерная программа такого уровня не достигаешь. В этом весь смысл литературы. Она может, так сказать, и духовное, и недуховное, и телесное, что хочешь, так сказать, всеобъемлющее и первично. Писатель уже как творит, так сказать, перед чистым листом, как говорил, кто, по-моему, Бунин, что главное преодолеть отвращение к чистому листу бумаги с утра. Вот, для писателя это самое сложное — усадить себя за стол. Вот. Ну и вот поэтому литература, как бы квинтэссенция, спорить может с литературой только музыка. Вот. Толстой говорил, пропади на все пропадом, музыку только жалко перед смертью. Ну, писатели чудят. То, что литература первична из всех искусств и как бы задает тон, камертон всем. Она формирует и мышление, и сознание. Такой вопрос часто задается. Может литература повлиять на общество? На общество не знаю, но на конкретного человека точно. Мы сейчас живем в очень интересное время, драматическое время. У нас литературный общий процесс есть или нет? Или каждый в своей республике что-то творит, а вот общего... Все писатели, поэты писали, что они живут в сложное время. Ни один не написал, что он живет легкое. Все времена были сложные. Так что наша, я думаю, не сложнее, как говорится. Как там говорится, Бог дает ношу по плечам. Вот, всем. Так что оно сложное, конечно, но сложное всегда было, сложное для каждого поколения. Насчет общего процесса, мне кажется, что-то разладилось в доме Облонских. Вот, что-то как-то процессы, идет некоторый распад на такой, на... Атомизация. Атомизация, да, какая-то происходит атомизация. Ну, может быть, закономерный процесс, там, прежде чем объединиться, надо разъединиться. Это тоже фраза философская. Может быть, так и должно быть, кто и знает. Ага. А как вы думаете, есть ли общий литературный процесс? Я все-таки склонен к мнению, что все в целом происходит локально. Ага. Есть общие какие-то вещи, вот как Сергей Николаевич собирает антологии, да, например, это тоже один пример того, что можно собрать под общий знаменатель даже внутри одной литературы. Антология, которая в принципе попадет в каждый субъект нашей Родины, в каждую большую библиотеку, и из которой можно выудить ну, хотя бы представителей вот этой литературы и иметь представление об этой литературе. В целом, как процесс, насколько мы вот вычитали, насколько мы слышали, знаем, да, советский период, когда вот все сводилось к системе, к той или иной системе, я думаю,
такого сейчас нету. Мы говорили про переводы, система переводов, система гонораров или продвижение того или иного писателя, того или иного жанра. Много, наверное, можно говорить. В этом плане, конечно, мы сильно отстаем. И не факт, что именно сейчас, в ближайшее будущее или в далекой перспективе должно быть именно так сейчас, в данное время. Но факт остается фактом, что у нас система такая, в принципе, была. В основном, наверное, переводы все-таки, потому что переводились малые народы, народы России, на русский язык и потом в дальнейшем на другие языки. И переводились на русский язык большие народы. Почти у каждой большой семьи всегда была вот библиотека всемирной литературы, например, да, переводная. Были институты специальные, специализированные, специальные, которые занимались литературой, литературным творчеством и так далее. И сейчас нужно ли это, это тоже вопрос можно поставить, может так удобнее, так актуальнее сейчас, в данный момент. Потому что если обществу нужно, ну, не знаю, хлеба и зрелищ, оно получает его в основном не из литературы, Но вот как Сергей Николаевич сказал, там очень много вещей, то, что вот попадает к обывателю, оно, естественно, если обосновывается и растет из литературы по мотивам или там, ну, те же фильмы якутские, например, да, они же получают очень большие международные, российские признания жюри. Причем в жюри бывает иногда сидят, ну, такие маститые, действительно авторитетные такие личности. И волей-неволей задумываешься, что вот это дает литература именно вот этому фильму. Вот режиссер уловил, актеры передали вот этот вот мотив, вот эту харизму, и в итоге получилось, что вот он имеет такой большой, очень художественный, сильный эффект. Я так думаю. Говорили же когда-то, писатели — это властители дум. А вы ощущаете, что занимаетесь большим делом, государственным делом, возможно? Литература — это прежде всего общественный процесс. В какое-то время вот государство самоустранилось от координации литературным процессом, но вот как общественный процесс литература все равно, как камень, брошенный в воду, оттуда идут волны, все равно вот развивалась по своему пути, по веянию времени. И сейчас, когда западный мир руководствуется вот массовой культурой, им не интересны корни, а вот литература — это корень искусства, корень культуры. Сейчас и вот людям, которые потребляют массовую культуру, им нужны только вот ягодки и цветы. И сейчас вот я думаю, что вот и в Якутии, и в Татарстане, и в Кавказе, и в Москве вот литературный процесс все равно идет по своему пути, по своему руслу. Литература как общественный процесс никогда не останавливалась, шла по своему пути, искала новые тенденции, новые образы. И, вот, ну, сейчас наше государство как бы стремится восстановить координацию над литературой. И вот то, что Рустам говорил про государственный подход, это вот как раз дум о такой координации. А вот литературный процесс будет всегда идти по своему пути. Есть поддержка от государства, нет поддержки от государства. Писатель все равно будет писать. Государство направляет. Из государства просто общество распадется. Там в социалистической теории было интересно, все время нам советские говорят, что государство отомрет, а на самом деле вот только усиливали. А говорили, что оно должно отмереть. То есть, как бы, так сказать, противоречие было. Ну, без государства просто народы определенные, те, которые не смогли построить свое государство, они исчезли. Понимаете? То есть государствообразующих народов на самом деле на Земле не так много, которые смогли построить, а которые смогли построить великие государства, таких вообще по пальцам можно перечислить.
пересчитать. Вот. И, как правило, и вокруг у них и сохранилась, так сказать, большая литература, которая вбирает и другие литературы в себя. Как-то вот так развивается. Все-таки, да, вот она развивается локально, да, вот тут ребятами надо согласиться Рустамом, потому что то, что зависит от языка, в том числе, конечно, и от многих других факторов влияний, да, там, ну, прежде всего, это, конечно, язык, состояние языка. Вот если мы понимаем, что малочисленные народы, например, да, все-таки они испытывают вот, как бы давление, язык владеющих меньше, например, да, вот если мы возьмем наших эвенов, эвенков, юкагиров, да, там намного сложнее, и там говорить о литературном процессе, наверное, сложно. Труд писательский, он индивидуален, это очень индивидуалистский труд, да? И каждый, наверное, выбирает свой путь, да, если мы понимаем вот это. Но самое главное, это должна быть традиция в каждой национальной литературе. И вот эта традиция, ну, начали закладывать Алексей Алексеевич Кулаковский, да. Мне кажется, вот то, что наши литературоведы, Анатолий Бурцев, например, да, вот выделили как великая традиция, да, то, что заложено нашими классиками Кулаковским, Сафроновым, Неустроевым, Аюмским, вот эта традиция, и она как бы продолжается. Вот это, наверное, держит, хотя у нас очень разнообразная же на якутском языке литература, разные течения, разные подходы, и в плане метода там, и прочее. В общем, вот если литературоведческими терминами там рассмотреть, и даже что-то сохраняется, вот такой реализм или социализм даже в каких-то можно произведениях увидеть наших современных наших писателей. Вот. И есть совершенно модернистские вещи. Очень сильна вот наша такая традиционно национальная, в котором именно влияет вот и верование, да, якутские. Поэтому она очень разнообразная. В этом, наверное, сила. Вот. И все формы у нас есть, да. И то, что роман у нас очень сильный, у нас романисты. Вот. Это, мне кажется, тоже говорит о силе литературы и традиции. Соглашусь, что все-таки писательское дело это индивидуалистское, но все-таки я придерживаюсь того мнения, что для якутской литературы все-таки сложно внедрить такую тенденцию, как деструкция, да, вот, ну, постмодернизм тот же, да. Это вот, наверное, когда есть определенный как бы набор, который можно разложить там по цитатам или по фразам и так далее, да? Вот тогда может возникнуть что-то постмодернистская деструкция там и привести какие-то отдаленные, как бы так сказать, источники. А у нас вот за те же самые 125 лет в основном все было классическое и не так уж и много, чтобы создать что-то такое вот, ну, как бы сказать, ну, билиберду, да. Вот, поэтому у нас течение более классическое, и поэтому идем мы в одном направлении, так сказать, с основной массой, как бы, да. И поэтому, ну, может быть, какие-то веяния разнятся, но в одном направлении все это идет. И сказать, что там все вот как-то сидит у себя, что-то творит, тоже не получится. Единственная проблема, я думаю, что вот перевод именно у нас слабо развит, ну и критики нету. Все-таки критика, она дает как бы направление течений, да, и поэтому как бы классифицирует то, что написано. И поэтому это дело тоже для нас необходимо. Да, это действительно очень ощутимо, что критики нет. Николай Алексеевич, на ваши произведения обращали внимание именитые критики и писали свое мнение. И это помогало вашему творчеству? Конечно, компетентная, глубокая,
критика помогает и определяет твое место в общем течении. И вот такие критики, которые специализируются на оценках, вырабатывают критерии литературного потока и определяет направление, поощряет какие-то удачно сработанные вещи. И вот услышать о себе молодому человеку очень, конечно, потрясающе. Например, один очень знаменитый критик мне сказал: а на каком вы языке написали Чингисхана? Первичное. А я говорю, на якутском. Он очень удивился. Это ваш главный подвиг. Потому что эти слова, эта терминология, этот образ мысли давно отошел от практики реальной жизни вашего народа. А вы это все воссоздали, отошедшее, забытое, оживили. И вот это главный ваш подвиг, сказал. Я как-то сначала не понял, о чем он говорит, какой подвиг. Причем тут язык, на котором я писал. Оказывается, если бы я писал на русском языке, это было бы, я не скажу проще, а эти вся терминология разработанная. Все эти воинские вот эти контингенты, взаимоотношения, все это понятно. А когда ты пишешь на языке народа, который не пользовался такими понятиями не только 100 лет, но 1000 лет вот этими воинскими передвижениями, какими-то взаимоотношениями, выгодой позиции и прочее. Это, конечно, удивительно. Мудрый человек с Кавказа. Чингис Гусейнов? Ну, как он глубоко это сказал? Институт критиков же у нас есть сейчас или... Таких фундаментальных, как в свое время задавающих тон, ну, допустим, в 19 век, мы знаем, там Белинский, Писарев, Стасов и так далее. А в 20 веке там целая плеяда была до идеологических критиков до войны, потом после войны такие, как Кожанов, Анинский, что-то я не знаю, не осталось практически уже. Молодые появляются с отдельными какими-то, может быть, интересными заметками по отдельной какой-то теме или книге одному автору. А так что вот какую-то общую такую концепцию создать и течение, я таких что-то. А в Литинституте нет, да? Нет, есть кафедра специалист, критики, да? набирают человек 15 ежегодно. Ну, как-то они рассасываются, никто. Нет, дело в том, что, может, они пишут очень неплохие вещи, но критика становится критикой, когда выходит на всеобщее обозрение, когда его читают. А когда его не читают, где-то на кафедре он лежит, Так и происходит. это просто какие-то личные записи. И книги ныне очень ценные книги. Издаются, ну, 300-500 экземпляров. В советское время говорили на правах рукописи. Это не книги, это размноженные рукописи. Они не считаются книгами. Нельзя их считать книгами, потому что они тут же пропадают, не доходят до истинного читателя, до заинтересованного читателя. Вот в чем беда-то нынешняя. А в советское время была, конечно, государственная политика. А это в этой критической среде могли втесаться люди не очень добросовестные и делать себе имя. Ну, всякое время выгодное дело всегда пролезает прохиндей. Сейчас И вот время коротких рецензий же. это не рецензии, это
какие-то частные мнения. Иногда они бывают очень яркие, точные, но случайные. Это очень редкость. Но эта системность нужна. Нет, это понятно. Просто издатели, им нужны именно вот такие короткие рецензии, чтобы продать товар, Да. книгу. И они специально же заказывают эти рецензии. Это Да. не критика. Это не критика, вот я и говорю же, что критика. вот я и говорю. Это рекламные, да. Критика не продукция. востребована еще людьми, Способность читателями. Это, кстати, это же не беда только России, это весь мир на это стонет, что нет критики, англоязычная. Тоже вот что мы читаем, и там прямо нету критики современной, достойной произведений. Тоже. Это значит, изменилась вообще атмосфера, медиа. Совершенно другое нужно сейчас. Потребитель, он просто должен купить книгу. Вот рэп сейчас очень популярен, да? Да. Вот я долго размышлял, что такое рэп. А потом как-то смотрел какую-то передачу историческую и смотрел, показывают дикарей, он возвращается с охоты, сидит племя, и он начинает перед ним танцевать и показывать, как он охотился, и что-то выкрикивать. А статус его по наколкам определяется. Я думаю, господи, да это же рэперы. Это вот первобытные это же рэперы, которые сейчас, то есть, представляешь, нас с уровня такой культуры, которая была, опускает в первобытное состояние. Надо выразить свою радость, надо показать, как он доблестно охотился, как он добыл. Вот это очень такую... Лося, да. А поэтому он уже опускается до того такого состояния дикости, но и начинает иногда вот какими-то обрывочными словами, а потом жестами и танцами. Да, и наколки, которые показывают, что он там сколько он медведя убил, какой он, так сказать, крутой, в носу прокол. Ну вот это вот так было, да. Значит, литература – это все-таки государственное дело. История никогда никого не научила, но она очень проучивает хорошо тех, кто ее не знает. Так и литература. Государство не обязательно обращает внимание на литературу, но если она не будет обращать на внимание, она очень сильно потом споткнется. Перестройку писатели сделали. Писатели сделали перестройку. В 80-е годы, помните, кто витийствовал? Кто? Ну кто? Все, так сказать, Баков. можно Солженицын, ну, Солженицын за границей приехал, а так Приставкины там, можно перечислять долго, Корякины, помните, кричала «Россия одурела», так сказать, вот, и так далее. Это, все это писали, Евтушенко, вот, все были из писательской среды в основном. Призывали нас как сказать, светлое будущее. Вот мы, так сказать, сейчас сидим в этом светлом будущем и разговариваем о литературе. Почему-то темно. Да. А Вадим Кожинов, когда он ушел от нас? В начале нулевых. Кузнецов ушел В третьем году. третьем году, а он до него. Ну, тогда, может быть, нулевых, да. В начале самого. Но это был Кстати. не просто критик, это философ. Да. Я не могу найти книги Кожинова. Вот это, Нет. есть это издательство, я Николаю пришлю, у меня есть. У него вот обзор очень великолепный Да, и по да. истории, и по литературе, и его взгляд на историю. Нам бы такого своего Вадима Кожинова якутской литературе. Он Вот именно критики Да. выращивает, направляют большую литературу, больших крупных писателей обнаруживает. Белинский сколько сделал. А вы знаете, во времена Пушкина, вы думаете, Пушкин был популярен? Лермонтов был... Ничего подобного. Кукольник был самый А популярный. там какие-то... Которого мы уже забыли, никто не знает, Да. что Как его кукольник. фамилия? Никто Что он даже написал. имени не знает. Но они были первыми писателями. А так вот эти Пушкины, Да. там Лермонтов вообще поэтом не считали. Какой-то офицер, который там нарушает все время какие-то У нас с Толстым считались. Да, нет, ну Толстой уже другая. А Пушкин, значит, в 1937-м погиб. Ага. И вспомнил я не только Достоевский, когда сказал речь уже в 60-е годы на открытии памятника. Забыли лет на 30 вообще. Да, совсем забыли. Вообще. Вот, и только
в 60-е годы уже, Мы 19 должны очень глубоко понять вот этот феномен. Как без Пушкина можно, кажется, жить? Жили и дожили до революции. Не, ну там сразу, как бы, так сказать, появились Гоголь, Толстой, Достоевский, они как бы эту нишу Да. заняли. Белинский был. Белинский. Ну, в Бе- смысле, он же как раз И именно он, давал оценку. он подготовил вот всю это, объединил. Ну, он такой был прогрессист либеральный, там ряд критиков были, там Стасов, допустим, и так далее, которые потом в советские времена их убрали, поскольку они считались реакционными. Вот. И нам давали только одного Белинского, Писарева, Чернышевского там, и так далее. Вот. А вот эту всю традиционную ветвь, которую, так сказать, там другие, нам ее не показывали. Потом в 90-е годы вдруг все это всплыло. Литература очень сложный процесс. Перед революцией такие имена были, яркие имена, особенно среди поэтов. А потом появились Маяковский, Есенин. Они тоже однозначно не были приняты сразу. Есенина тоже. Никто их превосходства не признавал. И первая книга вышла только его после этого, после 25-го года, аж в 53-м году, сразу после смерти Сталина. Критика очень важна. Ныне такой базы нету для появления критики. Ни государственной воли, ни каких-то вот стихийных каких-то веяний. Ну вот эти толстые журналы, да, которые были властителями Думы, и Да. там и писали известные критики, там Лакшин, там еще там разные, можно приводить примеры, там вот Марченко, Кожанов и так далее. Сейчас и журналы эти, Никто не считает, если ну даже там есть. 1-2 тысячи тираж. Да. У нашего современника, по-моему, 6 тысяч, что ли, было. После перестроечной. Да, выступил Распутин с призывом не дать погибнуть журналам. И вот у них было базовое 2000, которые гарантированно покупали библиотеки, а дальше кто сколько по миру наберет. Критики существовали в этих журналах, а когда, так сказать, журналы скатились до тиража 2000 плюс там сколько наберет, Да. ну, и у них И в лучшем притом, случае какой 5. гонорар может быть? А критикам где выступать? Вот в этих малотиражных журналах бесплатно. Что работу проводит редакция журнала «Чулбан», чтобы критиков поддержать? Это хорошо. Да, конкурсы, да, критиков. Объявил, да? В памяти Василия Никитича Протодиаконова, там, где участвует примерно 10-15 человек вот каждый раз. Но это не профессиональные критики, а просто самородки из Да, народа, это в да? основном учителя. Все разделы культуры в нашем государстве курирует Министерство культуры, а писатели в Министерстве цифрового развития. Писатели финансируются через Министерство цифрового развития. Через Министерство культуры. Вот. Это ваше, региональное. А федеральное, а дальше получается следующее. Когда писатели в своем регионе приходят в департамент по культуре, ну, скажем, в Вологодской области, им говорят, вот у нас художники есть, эти музыканты есть, даже циркачи есть, а писателей нету. А подразделения Министерства цифрового развития в Вологодской области нету. Значит, они нигде. Значит, писатели нигде. Это в федеральном уровне Абсурд. писатели финансируются. Меня сейчас вот на все издания и переиздания финансирует Министерство цифрового развития. Поддерживать издательский бизнес. Нет, раньше было у нас это Федеральное агентство по печати. Его сократили до департамента, а департамент прикрепили к Министерству цифрового развития. Почему не к Министерству культуры? Даже цирк у нас в Министерстве культуры. Искусственный интеллект, интернет, Яндекс, Хренандекс, все такое прочее. Они до сих пор, вот собирались уже несколько лет, статус кто не могут определить. Про памятники архитектуры написал Вологодского края. Он тоже писатель. Ну, уже писатель, он написал. В Министерстве цифрового развития разницы не видят. Задает вопрос.
Дайте нам определение, кто есть писатель. Ну да. Может быть, в Министерстве культуры вы быстрее определились, поскольку они ближе к теме. А в Министерстве цифрового развития пишешь, значит, писателя слово писать. Чего тогда московских писателей наш министр культуры принимает? Надо было им к цифрам отправить. Да. У вас есть? Есть, Министерство есть. цифрового развития. Так вы, Завтра с утра. Вы все должны туда идти. Да, и завтра просить. с утра. Да, значит, Повести его туда. Министерство цифрового, ваше, Минцифры, Не, у ваше. нас инновационное развитие. Ну, хорошо, но все равно это как бы... Коммуникационных технологий. Да, и вот. Ну, просто издательские они приравняли к некому предпринимательству. Минэкономики же они передали вот как раз Минцифры. А там они не видят, да, вот содержание. Просто бизнес. И обижаться на них, так сказать, сложно. Если Сталевару присоединят колхоз, который, так сказать, выращивает пшеницу к Министерству стали и сплавов, они, так сказать, ну, как сравнивать огурцы с лошадью, понимаете? Ну, из разных. Но они будут всегда сыты. Да, но дело в том, что с разных планет люди друг друга не понимают. Все издательства и типографии передали ведение плана финансового управления. А мы старались их держать совместно с медиаполитикой. А нет, вот передали туда, потому что это экономика. Была битва, Мединский тоже вступился и хотели оторвать писателей вот в контексте объединительных этих процессов. Передать Минкульту и не смогли. Объединение нужно. Даже вот Путин наш, Владимир Владимирович, к нему приходят писатели из разных и говорит, ну вы почему государство нас не поддерживает, это общая политика государственная. Он говорит, а я не знаю, кого поддерживать, у вас 5 союзов. И все просят, а кого мне поддерживать? Вы объединитесь, а потом приходите, мы поддержим. Он эту задачу поставил перед Толстым в свое время. Мы с Николаем там присутствовали, было много поручений министерствам и ведомствам. Было это в 2013 году. А дальше пошел Майдан, Крым, Украина, и, как говорится, из этих поручений только очень небольшая часть была Путин сам выполнена. И теперь сейчас это объединительное поручение, насколько я понимаю, от Владимира Владимировича поступило к Мединскому. Вот Мединский Владимир Ростиславович, дай бог ему сил. Эту часть тогда мы закончим. Сегодня мы поговорили о литературе, о литературных делах в России, о литературном процессе. Такой вот разговор получился. Спасибо за внимание. До будущих встреч.